24 и НВК «Саха». Это «Утро Якутии», и, как всегда, всю рабочую неделю, которая, к слову, подходит к концу, мы встречаем новый день вместе с вами. Для чего? Для того, чтобы зарядить вас позитивной и хорошей энергией, для того, чтобы вы все свои дела сегодня успешно завершили. Ну и, соответственно, учитывая, что сегодня пятница, с чистой совестью, что называется, отправились встречать и проводить свои выходные. Ну а чем будем сегодня заряжаться? Что нового интересного будем узнавать? Узнаем, во-первых, самая такая актуальная и историческая, можно сказать, тема, как и зачем демонтировали памятник Ленину и вернут ли его на историческое место. Поговорим также про уникальный шанс совместить отдых и заботу о собственном здоровье, ведь для этого много-то не надо, достаточно просто прийти в городской парк в Якутске. Ну, также в полезных рубриках будет информация много о чем, о современном методе омоложения тела, о современном искусстве якутских художников и варианты, конечно же, активного отдыха на свежем воздухе в нашей столице. Ну и работаем мы в прямом эфире. Номер телефона наш 8 914 273 4488. Можете писать все свои сообщения, какие-то новости, может быть, поздравить кого-то хотите. Все прочитаем, по возможности зачитаем. Ну и, конечно же, не забывайте про наш Телеграм. QR-код вы видите и ссылку на него, если что, видите на экране. Достаточно просто отсканировать смартфоном этот QR-код, и вы попадете в наш канал, вы сможете подписаться. Ну а начнем мы по традиции с рассказа о погоде. Сегодня в центральных районах температура воздуха от 17 до 19 градусов, в Заречной группе 18-21, в южных районах 16-17, в Вилюйской группе 15-19, в Нижнеленских 16-20, в западных 16-17, в Колымо-Индигирской группе улусов 9-20, в Янских улусах 11-19, на северо-западе 6-14. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 20 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем не ожидается особо осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов. На календаре 15 июля, по народному календарю, сегодня не следует говорить лишнего. Например, спорить, выяснять отношения, сплетничать. В противном случае могут начаться проблемы с ротовой полостью, к примеру, могут заболеть зубы или даже язык. Чем еще может запомниться этот день, чем он запомнился за историю человечества, узнаем прямо сейчас. 15 июля – Всемирный день навыков молодежи, один из праздников ООН. Сегодня также День русской лени. По народному календарю, если на деревьях появилось много желтых листьев, осень и зима будут ранними. 15 июля 1240 года русские войска разбили шведов в Невской битве. 15 июля 1783 года по реке Соне близ Леона поплыл первый в истории пароход. Создал его знатный французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка. 15 июля 1822 года открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая в царской России. В 1975 году в этот день состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». 15 июля 2014 года произошла трагедия в московском метрополитене, крупнейшая за всю историю столичной подземки техногенная катастрофа. Поезд резко остановился и на полном ходу врезался в бетонную стену тоннеля. 3 вагона сошли с рельсов. Инцидент произошел из-за неправильной эксплуатации стрелочного перевода. 15 июля 1606 года родился Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры. В 1848 году в этот день родился Вильфредо Паретто, итальянский экономист и социолог. 15 июля 1918 года родился Бертрам Прокгаус, канадский физик, нобелевский лауреат. 15 июля 1945 года родился Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер. Именины в этот день празднуют Арсений и Фотий.
Ну и говоря про исторические события, на днях последних жители столицы и гости столицы могли стать свидетелями, не побоюсь сказать, исторического события. Памятник Ленину был демонтирован. К слову, памятник Ленину в Якутске является объектом культурного наследия регионального значения. Его открыли в октябре 1967 года к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Этот вопрос обсуждался долгое время. Специалисты разделились на два лагеря. Кто-то считал, что фигура Владимира Ильича, установленная в советское время, может простоять еще десятки лет, а то и сотни, ведь ее намертво залили железобетонным раствором, а мощные закладные анкера присутствуют, и нужна лишь реставрация. Другие же утверждали, что демонтаж памятника обязателен. Необходимо во всем разобраться. В этом нам поможет руководитель Департамента Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия Николай Макаров. Николай, доброе утро. Доброе утро. К главному вопросу, наверное, мы еще вернемся по поводу того, что он улетел, но вернется или нет. Все-таки какие планы по реставрации памятника Ленина? Планы по реставрации памятника Ленина возникли еще в 2018 году, когда республика готовилась отметить столетие Якутской ССР. Тогда мы планировали отреставрировать 5 объектов. Это реальное училище, это Национальный художественный музей, это Кырдымская церковь, это и Дом казначейства, и 5-е — это памятник Ленина. 2 мы уже отреставрировали, это Кырдымская церковь и Дом казначейства в этом году сдали. И 3-й объект дошли до памятника Ленина. Памятник Ленина мы уже начали и планируем закончить в следующем году. К слову, это один из крупнейших и высочайших объектов культурного наследия республики. Высота составляет 14,5 метров, а сам памятник Ленина порядка 6 метров. А ширина постамента 8 метров. То есть это крупный объект. Мы сказали уже о том, когда открылся этот памятник, 67-й год, к 50-летию революции. Подробнее можете рассказать об истории этого памятника? Планы по установке памятника начались еще за 10 лет до самой установки. В 1957 году уже начали возводить памятник. Проводили исследования, следили за действием мерзлоты. В то время, это середина 50-х годов, это время, когда изучались мерзлота. И, соответственно, это был своего рода эксперимент. К слову, памятник внутри полый. То есть он не полностью забит бетоном, вчера мы могли в этом убедиться, и облицован гранитными плитами. А вот гранитные плиты — это не совсем плиты, это массивные валуны. Верхние плиты, например, они состоят из 4 так называемых плит 80 на 40 сантиметров. То есть это довольно-таки серьезные конструкции. И они имеют пирамидальные формы. Если посмотреть внимательно, то они неправильной формы. То есть их подводили. И, соответственно, все это нам следует изучить и сделать точно так же, как делали еще в далеком 60-х годах. Памятник является объектом культурного наследия. Собственно, речь про культурное наследие идет только о самом Ильиче, или же вот эти гранитные плиты, постамент сам, является ли он памятником? Статус памятника истории и культуры данному памятнику Ленина был присвоен еще в 1974 году. Правда, в то время он носил статус, сейчас бы назвали федерального значения, в то время статуса РСФСР. Но этот статус был снят в 1997 году, и с тех пор он имеет статус памятника регионального значения. На сегодня в чем отличие объекта культурного наследия от необъекта культурного наследия? Объект культурного наследия имеет так называемый предмет охраны, то есть ту часть, которая охраняется государством и ни в коем мере ни изменить, ни убрать, ни поменять не разрешается. Это сам монумент памятнику Ленина, это облицовочные гранитные плиты, это и нижняя сторона. То есть это предмет охраны. К слову, все жители города Якутска могут убедиться, что сзади памятника там находятся имена авторов самого памятника. Это Стручкова, Ожегова, Миловидова. Это тоже предмет охраны. То есть все это должно остаться в таком же виде, как мы его видим сегодня. Расскажите, пожалуйста, про сложности, которые во время реставрации, может быть, уже столкнулись с ними. Когда мы проводили подготовку проектно-сметной документации, основная часть — это проведение экспертизы. То есть привлекаются лицензированные, аттестованные и имеющие соответствующие дипломы специалисты. То есть
просто скульптор, художник не имеет права, ну, как так сказать, проводить работу в данных объектах. И, соответственно, весь этот цикл очень сложный, ну и довольно-таки дорогой. И поэтому, когда мы беремся за реставрацию, наша задача восстановить памятник в первоначальном виде, с предметом охраны и так далее. Поэтому сегодня уже эксперты выдвигают некоторые предложения, что поставить, можно оставить это, а вот это можно поменять. И все это будет приниматься отдельной комиссией, и как комиссия решит, так и должно быть. Ну, наверное, главный вопрос, во-первых, целиком ли памятник будут реставрировать или придется разобрать на части, и самое главное, как уже эти заголовки облетели, комментарии, он улетел, но он обещал вернуться или же еще не обещал? Главное правило объекта культурного наследия, его нельзя убрать просто так. Не демонтировать, не навсегда. Его мы обязаны поставить на место, как я уже сказал, в таком же виде, в каком он выглядел в конце 60-х годов. Так что Ленин Владимир Ильич вернется на свое место. Это раз. Два. Мы собираемся отреставрировать всю нижнюю часть и весь памятник, чтобы он простоял еще лет 100. Надеемся на это. И, соответственно, соответствующие организации и эксперты уже этим занимаются. И думаем, что мы доверяем им, и думаем, что мы получим в конечном итоге прекрасный объект. Ну, вот работа разделена на два этапа. Одна до октября, по-моему, этого года и до декабря следующего. Да. Памятник, собственно, планируется вернуть во время первого этапа или все-таки в следующем году? Это будет зависеть от эксперта, но я предполагаю, что во втором этапе мы вернем памятник. Но это будет полностью зависеть от средств, которые выделяются, ну и от мнений и работы экспертов. Потому что, когда мы ведем работу с памятниками, я уже сказал, что памятник полый, внутри, облицованный массивными валунами, и, соответственно, будут выходить еще новые такие знания. И, соответственно, я думаю, что в следующем году мы сможем вернуть. Николай, спасибо большое за эту историческую, в том числе, беседу по такому историческому событию. Ну, будем надеяться, что все сложится так, как должно сложиться, все получится, и памятник, ну, как бы объект культурного наследия, он будет восстановлен. В первозданном виде простоит еще не меньше того срока, сколько он уже простоял. Спасибо вам, хорошего дня. Ну, а мы прямо сейчас готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Ну, а после них мы узнаем много о чем, в том числе о том, как провести время и приятно, и полезно в городском парке города Якутска, где проходит замечательная акция «Здоровое лето». Ну, об этом и другом далее. Доброе утро, вы смотрите новости. Ветераны села Суардах Верхоянского района, которые пострадали от наводнения, проходят реабилитацию в Якутске. В социально-оздоровительный центр они поступили на этой неделе. Сперва они сдали анализы и прошли осмотр врача. После чего по медицинскому назначению ветераны Верхоянья проходят лечебные процедуры. Так они занимаются лечебной физкультурой, ходят в массажный кабинет, принимают курсы эрготерапии. Также с ними работает психолог. Курс реабилитации продлится 18 дней. Центральная избирательная комиссия республики провела обучающий семинар для председателей участковых избирательных комиссий Нюрбинского района по вопросам организации работы территориальных и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов. В семинаре приняли участие системные администраторы и представители местных администраций. С прошлого года в организацию работы избирательных комиссий были внесены соответствующие изменения. Во время обучения были рассмотрены основные вопросы деятельности территориальных избирательных комиссий на всех этапах избирательного процесса. Даны разъяснения по календарному плану мероприятий по подготовке и проведению выборов. Начиная от организационных работ, завершая порядком подведения итогов голосования, внесены, если не существенные, то важные изменения в избирательное законодательство. В частности, с момента выдвижения кандидатов в работе избирательных комиссий есть те вопросы, которые требуют более тщательного подхода со стороны избирательной комиссии. Поэтому мы сегодня обращаем внимание наших коллег на эти изменения. И, конечно же, безусловно, просим наших общественников работать
строго при соблюдении всех требований избирательного законодательства в целом. Стартовал сезон сенокоса в регионе. В Усть-Алданском районе по плану должны заготовить 30 тысяч тонн сена. Чтобы справиться с данной задачей, закупили препараты для уничтожения саранчи, провели мелиоративные работы с водопровода Лена-Мюрю. Но, несмотря на это, в 5 наслегах наблюдает рост саранчи-вредителей. Поэтому в район прибыли зампред Михаил Никифоров, чтобы обсудить возникшие вопросы по заготовке сена. Задача стоит обеспечить кормозаготовкой внутри территории района. Надеюсь, что это, в принципе, возможно сегодня. И сегодня, буквально сейчас, мы будем проводить совещание с главами наслегов по кормозаготовке, обсудим проблемные вопросы, которые накопились. Ну и, конечно же, отработаем проблемные вопросы, не то что проблемные, а перспективные вопросы на предыдущие годы. Красочный забег – это проект с международной практикой, позволяющий участникам внести вклад в охрану окружающей среды. Фан-раны на 5 километров, на которых самое главное – участие, а не победа. Автор проекта «Амга Ран» – детская общественная организация «Амма Кескелле». В мероприятии приняло участие 150 учащихся школ амгинского наслега. Они провели разминку с знаменитым борцом, участником Олимпийских игр Аялом Лазарем. Также в этот день прошел сбор пластиковых крышек, где дети с удовольствием приняли участие. Да, я занимаюсь спортом. Всегда бегаю и отжимаюсь. Сегодня прошло очень хорошее мероприятие, все дети очень довольны. И хотелось бы, чтобы данное мероприятие проводилось ежегодно в это же время. Это «Утро Якутии», впереди выходные. Это то самое время, когда не надо в спешке просыпаться, а можно выспаться, не спеша приготовить не классический завтрак, что-то может быть немножко замороченное, так сказать. И в рубрике «Полезный завтрак» узнаем, как приготовить корейский омлет киранчи. Рецепт простой, но вкусный и очень популярный в Корее. Во многих кафе его подают в дополнение к основному блюду. Это яичное суфле, любят и взрослые, и дети. Егоров Игун. Сегодня мы будем готовить традиционный корейский завтрак из яиц, морковки, фиолетового лука и болгарского перца. Порежем овощи. Морковка полезна витаминами, она улучшает работу легких. Нарезку овощей произвольная, можете порезать как хотите. Потом возьмем фиолетовый лук. Также порежем его на мелкие части. Мы просто добавим их в омлет, и у нас получится омлет с овощами, которые потом мы закрутим в ролл. Очень легкий, полезный завтрак. Добавим яйца. Следите, чтобы скорлупа не упала. В блюдо идет 5 яиц. А если хотите, чтобы омлета было больше, добавляйте, соответственно, чуть-чуть больше, рассчитывая то, что на один ролл хватает 5 яиц. Замешиваем яйца в однородную массу для омлета. Добавим овощи, которые порезали. И также чуть-чуть перемешаем. Овощи можете класть по своему желанию, какие захотите. Главное, с ними не переборщить. Включим сковородку, зальем масло, заливаем омлет. Не заливайте его весь сразу. Мы сначала ждем, пока он чуть-чуть приготовится снизу. Потом завернем и оттащим в один угол. Затем также зальем оставшийся омлет в другую часть. Начинаем закручивать наш омлет. Закручиваем аккуратно. Следим за тем, чтобы омлет не порвался. Затем оттаскиваем его на одну сторону. Добавляем оставшийся омлет.
И также ждем, пока он приготовится. Сейчас просто режем омлет на роллы и будем выкладывать на тарелку. К моему корейскому омлету я бы посоветовал заправить соусом унаги. Он очень хорошо сочетается с яйцом. Наш корейский омлет готов. Приятного аппетита! Благодаря нашей рубрике порой приготовление завтрака превращается в целый творческий процесс, и подход нужно найти, вдохновение, и муза может посетить, и все как в искусстве. «Копи смех к зиме» — именно так называется выставка якутских художников, которая открылась в Московском музее современного искусства. Она подготовлена совместно с Фондом поддержки современного искусства «Айаркот» и Центра культуры имени Гагарина. Какие работы в столицу привезли якутяне, узнал Максим Кардозу. Снег, время, олени, история, современные технологии. Художники из Якутии представили все разнообразие родного северного края в самых различных формах. Графика, живопись, инсталляции, видео. Посетители Московского музея современного искусства увидели нашу республику такой необычной и в то же время самобытной. Во многих работах отдается дань культуре, обычаям и традициям. Даже, например, работа «Архетип и мы», где собрано пальто, шуба из разных кусочков одежды, которая принадлежала мамам, бабушкам, прабабушкам художниц. Там задействованы также ювелирные какие-то украшения. И на самом деле это связь с природой и связь с зимой. Работы получились очень разные. И многие авторы, которые приглашены в проект, как будто бы не сговариваясь, говорят на одни темы времени, на темы осмысления своего места в культурном ландшафте Якутии, в целом страны, мира. Выставку готовили с прошлого года. В нее вошли работы художников 3 поколений. И все они говорят, что зима — это не время для меланхолии, а возможность для саморазвития, поиска новых смыслов и планов. Вот, например, работа «Молодость». Она рассказывает о стремлении познавать. Молодой человек, который еще не знает всех тягостей, но уже на том знании, которое у него есть, он ставит свои цели, все попробовать, узнать как, и как будто отсутствие страха вот этого, оно его наталкивает на разные поступки, которые потом складываются в опыт, но это уже со временем приходит. А на тот момент молодые люди много экспериментируют и наслаждаются жизнью. Московский музей современного искусства – это одна из самых престижных площадок в нашей стране. Некоторые художники ждут годами, чтобы показать в этих залах свои работы. И открытие выставки «Копи смех к зиме» только подтверждает факт, что в Якутии живут и творят авторы мирового уровня. Познакомиться с экспозицией можно до середины августа. Бесплатно. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. И где проходит выездная выставка Третьяковской галереи. Картина одного из лучших маринистов всех времен, Ивана Айвазовского «Бурное море», была написана в 1844 году. Несмотря на то, что все его полотна всегда удивляют и поражают своей естественностью и реалистичностью, в море художник рисовал не с натуры, а в своей мастерской. О том, как создавался шедевр, расскажут в нашей рубрике «Музейный гид». Доброе утро! Сегодня я хочу рассказать в новом выпуске рубрики «Музейный гид» о картине выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского «Бурное море». Иван Айвазовский стал художником, открывшим для русской живописи жанр марины, морского пейзажа. Посвятив всю жизнь изображению могучей стихии, художник превратил маринистическую картину в важнейшее явление изобразительного искусства второй половины XIX века. Уникальное живописное мастерство и невероятная сила эмоционального воздействия на зрителя заключили в себе секрет огромной популярности художника еще при жизни. В 1868 году Айвазовский совершил поездку на Кавказ, во время которой создал цикл произведений, впоследствии экспонировавшихся в Тифлисе и Санкт-Петербурге. Среди этих полотен были произведения, на которых запечатлены величавые горы Кавказа. На картине «Бурное море» Айвазовский изобразил кораблекрушение, один из важных лейтмотивов его творчества.
Разрушительная морская стихия сопоставляется с могучей твердыней Кавказских гор. Контраст между морской стихией и заснеженными вершинами достигается при помощи особой светотеневой передачи. Чередование темных и светлых планов в композиции добавляет драматизм в изображение события и особое ощущение беспокойства о судьбах героев, которые терпят бедствие. Изображенный в центре едва уловимый корабль привносит относительное равновесие в композицию. Мы видим, что шторм вокруг этого корабля утих, а штиль дает надежду на благополучный исход. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия приглашает на выставку «Сокровища Третьяковской галереи», на которой можно увидеть и воочию познакомиться с замечательным произведением Ивана Константиновича, а также увидеть другие произведения самобытных, ярких отечественных живописцев. Если говорить о работах Айвазовского, вспомнить тот же самый «Девятый вал», на самом деле гениальность художника заключается в том числе и в том, что когда ты смотришь на эту картину вживую, прям стоишь перед оригиналом, такое ощущение, что море сейчас из него, из картины, из рамы выльется на тебя. Поэтому, да, действительно, художник гениальный, ну и, соответственно, данная работа тоже вызывает восторг. Ну а мы продолжаем. Наша традиционная рубрика «Мой питомец» уже так полюбилась нашим телезрителям, ведь в ней мы даем советы по дрессировке животных. А дрессировка — это сложный процесс, он не терпит громких криков, физического вмешательства, руганий и принуждений. Питомец должен почувствовать себя в безопасности, довериться вам, чтобы выполнить команду «Зубы». Этой командой показывают прикус собаки, а также проверяют, нет ли у нее в зубах постороннего предмета. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы снова с Берри готовы вам показать показ зубов. Называется эта команда «Зубы». Собачка садится рядом с вами. Правая рука у вас кладется под нижнюю челюсть, левая рука на верхнюю челюсть. И получается, большими пальцами мы открываем передние зубки, обнажаем передние зубки, поднимаем губы. Произносится команда «Зубы». Берри, зубы. Открываем, показываем. Потом мордочку поворачиваем к себе и показываем боковые зубки, полностью все. Мордочку отворачиваем от себя, показываем с другой стороны. То есть собачка должна сидеть спокойно, позволять вам делать такие движения. Если первоначально собачка нервничает, ее нужно придержать за ошейник и просто приучить, когда вы накладываете руки на мордочку, чтобы она спокойно реагировала. То есть гладим, спокойно разговариваем. Как собака успокоилась, показываем, закрываем, даем кусочек лакомства. То же самое с двух сторон, с правой и с левой. Для чего мы проходим навык команда «Зубы», показ зубов? Ну, во-первых, если у вас собачка ходит по выставкам, обязательный навык – это показ зубов эксперту. Эксперт проверяет прикус собаки и количество зубов. Это на выставке. Бывают случаи, когда вам нужно прийти с собачкой к ветеринару, показать либо зубки, либо открыть пасть, показать, что там у нее в пасти, что с языком или еще что-либо. Не наученная, не обученная собачка, она не будет спокойно сидеть и не будет вам позволять сделать какие-то манипуляции. Когда вы собачку обучаете, у меня это домашняя команда «Морду», и у меня собака дает морду, позволяет сделать любые действия. То есть «Берри, морду». Все, собака замерла, хочу, посмотрела глазки, хочу, посмотрела ушки, хочу, посмотрела зубки, открыла пасть, посмотрела пасть. То есть собака сидит, спокойно реагирует. На сегодня у нас все. До встречи в следующем эфире. Мы заводим питомцев для того, чтобы они дарили нам радость. Совместные прогулки могут увеличивать время, проведенное вместе, и тем самым дарить нам больше позитивных эмоций, особенно если есть возможность выбрать красивые места. Жителям Покровска повезло. В озера города уже третий год запускают уток и гусей. Делается это в первую очередь для эстетики, чтобы радовать глаз покровчан, а также для очищения водоемов от тряски маленьких водных растений зеленого цвета. Нынче пернатых запустили только в одно озеро, Монастырское. Изначально птиц было 16, но некоторых потрепали собаки. Сейчас гусей 7, уток 4. Периодически их подкармливают жильцы близлежащих домов и работники ближайшего магазина. Помимо птиц, территорию возле Монастырского озера в этом году благоустроили благодаря программе поддержки местных инициатив, а жители впервые за многие годы устроили субботник. Так что можно сказать, что благодаря запуску птиц Монастырское озеро в Покровске преобразилось кардинально.
Я только стала их кормить. Сегодня только будет 4-й день, а так я их не кормила. Они вот на 3-й день стали, на 2-й день они стали ко мне подходить. Я их кормлю, они с руками, с рук кормят. Ничего, хорошие гуси, утки. А не щиплются? Не агрессивные? Меня ни разу не щипали. Наш персонал тоже очень часто кормит, да, гусей и уток. Люди тоже очень часто заходят, приходят. Ну, берут обычно что? Хлеб, овсяную крупу, ну, разные крупы вот такое вот берут. И все. Утки и гуси, ну, чувствую себя хорошо. Озеро тоже выглядит очень эстетично вообще. Ну, красиво, короче. Якутске, надо отметить, также уделяют огромное внимание охране и облагораживанию водоемов. Только вчера мы рассказывали об озере Сайсары, где впервые провели аэрацию. На Талом озере соорудили зоны отдыха. На Белом озере появилось множество развлечений на воде. Это парусные яхты, катамараны, сапсерфинг. А наша коллега Полина Долинская попробовала один из видов водного экстремального спорта, водного туризма или активного отдыха на воде. Это каякинг. Ну что, друзья, мы продолжаем изучать акваторию нашего города Якутска, а также любые спортивные развлечения, которые стоит попробовать каждому этим летом. В первом выпуске мы рассказали вам, что такое саббординг, а сегодня мы расскажем вам про каякинг. Каяки – это такие лодки, которые подойдут любителям спокойного отдыха на тихой глади, а также экстремалам, которые захотят поизучать бурные горные речки. Скажите, основной принцип вообще вот работы, вообще, какие нюансы есть, что нужно, как готовиться к этому, какая может быть уровень физической подготовки? Уровень физической подготовки, но он не особо решает, потому что каяки, они сами по себе легкие. Это легко научиться и освоить. Какие могут быть сложности у новичка на первых этапах обучения? Обычно возникают проблемы именно удержания баланса, то есть не раскачивать лодку. А кто все-таки больше любитель? Парни, девушки? Обычно все вместе приходят. Обычно в равных долях, да? Давайте, наверное, приступим к инструктажу, потому что мне уже хочется попробовать. Хорошо. Самое главное, друзья, это, конечно же, безопасность. Так как мы будем находиться на воде, глубина тут есть, и она достаточная. И в любом случае, так как этот вид спорта, он доступен также и для детей, обязательно нужно надевать спасательный жилет, в котором я запуталась. Сначала левую ногу сюда ложите, потом сразу садитесь и в конце правую ногу. Как ее? Можете держаться вами. Вот так? Ага. Ой. Ой-ой-ой. Без паники. Да нет, я не паникую. Лучше сесть сразу так, как удобно. То есть, спинке. Так, я прижалась к спинке, а спинка у меня затягивается, нет? Не затягивается. У меня что-то такое ощущение, как будто я на один бок. Нет? Ой. Так, чуть налево, наверное, надо. Сюда? Направо наклоняется. Ой. Баланс нормально? Вот эти вот пластмасски. Ага. Вот как ложка. Угу. Сама спускаем. Ой. Все ли? Спасибо. Ой, так это в принципе несложно. Только она у меня что-то вихляется во все стороны. Оп, а вот и я. Ой, сейчас главное на финал не опрокинуть ни лодку, ни себя. Ой-ой-ой-ой. Ноги, конечно, затекли. Где-то между лопаток с непривычки тоже болит, но ощущение, друзья, просто нереальное. Вроде бы это была и физическая нагрузка. Я прям отдохнула. Так, действительно, это так умиротворяюще действует на весь организм. Мне кажется, сегодня спать буду просто как младенец. Вот, Михаил, спасибо вам большое. Действительно было интересно и полезно. И, друзья, я вам тоже всем советую, обязательно попробуйте.
Активный отдых на воде, да и на суше бывает травмоопасным, не всегда может совладать с адреналином и своим телом. Случаются и серьезные травмы, и растяжения, ушибы. Кинезиотейпирование – очень действующая и хорошо зарекомендовавшая себя безлекарственная методика, способная снять боль, нормализовать кровообращение и ускорить реабилитацию при различных мышечных и суставных травмах и патологиях опорно-двигательного аппарата и не только. Кинезиотейп правильно называется. По сути, это лейкопластырь, но отличается от лейкопластыря обычного тем, что он тянется, то есть он эластичный. Своей эластичностью он похож с нашей человеческой кожей. То есть, когда он наклеивается, кожа растягивается, и тейп растягивается вместе с кожей. То есть на нем здесь нет никаких лекарственных моментов? Ничего? Никаких лекарственных препаратов, никаких добавок, мази, ничего на нем не присутствует. Он работает вот за счет своей растяжимости. Здесь только гипоаллергенный клей и в составе хлопок, либо вот как здесь, например, шелк. Кинезиотейп используется на самом деле очень широко. Он пришел к нам из спорта вообще. Да. В спорте он используется для предотвращения травмирования спортсменов, к примеру, либо после травмы для скорейшего восстановления мышечной массы, к примеру, да? Либо вывих какой-то, ушиб. Ну, вот, в принципе, так. Это такие основные его, да, задачи? Да. А используется ли это в косметологии? Потому что это я, например, смотрю, что, наверное, вот шелковое, но это явно не для растяжения, да? Да, в косметологии в последнее время очень широко стали применяться тейпы. Они используются для, вот, в частности, вот этот лимфодренажный тейп, он специально с такой перфорацией сделан, используется для лимфодренажа. То есть отечность убирает, очень хорошо дренирует и запускает регенерацию тканей. Вот так, то есть такой некий омолаживающий эффект. Омолаживающий, подтягивающий. И можно использовать также лифтинг-аппликации, используя обычный тейп. Бездумно клеить тейпы, конечно, можно, но толку будет мало. Да. Ну а навредить ими возможно? Навредить возможно в том случае, если тейп будем снимать неправильно, к примеру. Либо вот если какие-то есть противопоказания, а мы об этом не знали. Такая чаще всего используется для поддержки мышечной ткани. То есть при растяжениях каких-то, при ушибах, вот, к примеру, вот, ну, в этой области. Вот такая нарезка, кто-то называет ее Продолжая тему активного и полезного отдыха на свежем воздухе, каждую среду июля и августа в Центральном парке культуры и отдыха Якутска будет проходить Open Air «Здоровое лето». Проект «Здоровое лето» — это замечательная возможность совместить полезное с приятным, например, сдать анализы, пройти медицинское обследование, параллельно участвуя в различных квизах и квестах. Обо всем подробнее поговорим с нашим гостем. Это Алена Никитина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Алена, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вот «Здоровое лето». Расскажите подробнее об этом проекте. И вот мы за эфиром немножко тоже пару слов, так сказать, обменялись. И есть еще какой-то второй проект параллельный. Да, мне хотелось бы все-таки поговорить сегодня не только о проекте, который действительно у нас идет в Центральном парке города Якутска, но и также очень коротко рассказать о прямо просто замечательном проекте, который мы запустили в мае месяце. Он будет идти где-то приблизительно 5 месяцев до октября. Проект называется «Преображение». Он направлен на то, чтобы у нас появились здоровые привычки в семье, чтобы это было обратить внимание на здоровье женщин, детей, ну и мужчин, конечно же. В нем участвуют многодетные мамы, которые имеют 5 и более детей города Якутска. Это, конечно, совместный проект. Он у нас совместно проводится Министерство здравоохранения, в частности, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Также это Министерство труда, это Министерство спорта, это Министерство молодежи и другие, так скажем, заинтересованные лица. Это очень интересный проект. Мне просто хотелось бы, чтобы наши жители знали, что он идет, и следили, так скажем. У нас периодически выходят анонсы по этому проекту. Это замечательный проект, который
поспособствуют, так скажем, действительно многодетным мамам обратить на себя немножко внимания, ну и, конечно, как приобщиться к здоровому образу жизни. Ну вот про здоровое лето мы еще, я думаю, поговорим, потому что имеет, наверное, смысл логически сказать, как принять участие вот именно в проекте «Преображение». Ну, этот проект «Преображение», он у нас уже запущен, он уже идет. В нем участвуют 10 участников. То есть заявки были заранее принимались? Да, они заранее принимались. Все женщины, девушки прошли отбор в нашем центре. Значит, после, так скажем, профилактического осмотра были некие условия для участия, и вот таким образом мы отобрали 10 замечательных мам многодетных, которые сейчас очень активно работают над собой, можно сказать. Ну а мы вернемся уже к здоровому лету, где проводится вот, ну, основная, то есть только ли в парке это здоровое лето проходит, или еще где-то по городу есть какие-то точки, объекты, куда можно прийти и здорово провести лето? Этот проект «Здоровое лето», Open Air, это цикл мероприятий, ну, вот, о которых вы уже немножко рассказали, да, значит, они касаются основ рационального здорового питания. Это и вот буквально на этой неделе было очень интересное мероприятие, которое проводилось, значит, оно называется когнитивным, значит, функциям улучшения, это улучшение памяти, внимания. Это был определенный такой когнитивный тренинг. Далее будут проводиться основы оказания первой помощи. Также у нас запланировано мероприятие по, так скажем, профилактике заболеваний полости рта. Ну, это вообще такие как бы лекции, которые, так скажем, ну, необходимы, нужны для каждого абсолютно человека. И, конечно, действительно можно совместить приятное с полезным, прийти в парк погулять, либо там заняться какой-то физической, так скажем, активностью. На аттракционах покататься. Да, ну, конечно, можно прийти с детьми, да, и в это время же можно послушать лекцию и, так сказать, принять участие в том мероприятии, которое проводится у нас в Зеленой библиотеке нашего центрального парка силами медицинских организаций республиканских города Якутска. Также в августе будет лекция, так скажем, посвященная профилактике онкологических заболеваний, и параллельно с этим у нас идут, кроме лекций, также и, так скажем, практические какие-то акции, да, это и возможность пройти профилактический осмотр в центре здоровья, это и возможность сдать анализы на онкомаркеры, это и возможность узнать свой ВИЧ-статус, да, и сдать анализы на гепатиты, это и действительно квизы, квесты, которые у нас проводятся при участии наших волонтеров-медиков. Вот, ну и так далее. Это очень интересные мероприятия, и как бы советую всем, так скажем, жителям города Якутска, гостям города Якутска принять участие. Все проводится в парке, я так понимаю. Да, это все проводится в парке. И анализы можно в парке сдать, да. И все. Но действительно приятное с полезным, особенно сейчас жаркие дни, гуляют люди. Почему бы не воспользоваться этой функцией? На какой возраст, может быть, людей рассчитано это мероприятие, или же подходят все? Да, конечно, это может принять участие. Здесь нет каких-то возрастных ограничений, естественно. Это может принять участие, как я уже говорила, и пожилые люди, которые гуляют в парке, это и молодые семьи, пары, которые привели своего ребенка покататься там на аттракционе. И вообще, в принципе, тут возрастных никаких ограничений, конечно, нет. В каждую среду проводятся эти мероприятия. До какого срока? То есть до конца лета или вот-вот остаются последние дни, и тем, кто хочет все-таки принять участие, стоит спешить, поторопиться? Да, значит, наши мероприятия проводятся каждую среду с 11 до 12 часов до конца августа. Последнее мероприятие будет 24 августа. Вот. Ну и, собственно, завершая беседу нашу, какие планы по дальнейшим мероприятиям центра, может быть, есть?
У нас, конечно, действительно проводится очень много мероприятий различных, в том числе, так скажем, и плановых, и каких-то акционных. Конечно, могу уже анонсировать, что в сентябре к юбилею, вы же знаете, что у нас в этом году юбилей города Якутска. Да, поздравляю вас. Да, поздравляем нас всех, нас всех поздравляем. И в рамках, так скажем, юбилейных мероприятий, посвященных юбилею города Якутска, у нас, конечно, тоже будут с нашим участием будут проводиться различные мероприятия, это в том числе и традиционные ярмарки здоровья. Спасибо вам большое. Желаем успехов в дальнейшей работе. Желаем, чтобы множество людей озаботились здоровьем, посетили акцию «Здоровое лето». А мы прямо сейчас, продолжая наш эфир, готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они готовы рассказать нам о последних новостях и республики и ее пределов. Вы смотрите новости. Доброе утро. С начала пожароопасного сезона на территории Горного Улуса зафиксированы и полностью ликвидированы 5 лесных пожаров. Все они выявлены в ходе авиапатрулирования, которое проводят ежедневно работники горной авиалесохраны на самолете Ан-2. Причинами возгораний во всех случаях являются сухие грозы. В этом году количество основных работников авиалесохраны удвоилось, а материально-техническое оснащение улучшилось. Работники Бердигестякского авиаотделения в этом сезоне работали в тушении лесных пожаров в Вилюйском и Хангаласском районах на территории Якутска и Иркутской области. 5 июля 2022 года в ходе авиапатрулирования на территории горного лесничества был обнаружен 5-й лесной пожар. При обнаружении сразу высадились 6 парашютистов и оперативно потушили данный лесной пожар. Общая площадь лесного пожара составила 0,3 гектара. Диалог с властью. Такая встреча накануне состоялась в городе Вилюйске в рамках молодежного культурно-образовательного фестиваля «Табыс». С молодежью встретился председатель правительства Андрей Тарасенко. Подобные встречи – это право молодежи общаться с представителями органов государственной власти и местного самоуправления. Встреча получилась яркой и плодотворной. Надо сказать, к разговору на равных ребята подготовились основательно. Они задавали ряд актуальных и значимых вопросов. Спасибо. Молодежь интересовалась будущим больше всего, что, как они могут себя воплотить и какие сегодня мы делаем действия, чтобы их энергия была где-то воплощена. Сегодня ребятам интересно свое будущее увидеть, поэтому каждый хочет себя где-то воплотить. Поэтому и касались вопросы открытые, а когда о себе говоришь, то ты не придумываешь там закрытости чего-нибудь такое, даешь то, что хочешь услышать. Велосипедист – самый уязвимый участник дорожного движения. Об этом неустанно повторяют сотрудники ГИБДД. В Якутске продолжаются профилактические мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Статистика удручающая. Только за этот год по республике в ДТП пострадали 25 велосипедистов, из которых 16 – дети. Один ребенок погиб. По наблюдениям сотрудников, около 80% из наших велосипедистов нарушают ПДД, что несет прямую угрозу их жизни и здоровью. Приблизительно процентов 80, да, или можно даже сказать больше, нарушают правила дорожного движения. В новых требованиях правил дорожного движения у нас, к сожалению, нету пункта, который, опять же, полагал бы принятие экзаменов у велосипедистов. Но если бы, в принципе, такой бы пункт был бы, то у нас бы было бы гораздо меньше травмированных, и, опять же, погибших велосипедистов. На этом все. Хорошего дня. Впереди выходные, и мы предлагаем вам посетить интересную выставку. В галерее зарубежного искусства открылась выставка под названием «Мономор. Искусство Франции». В постоянной экспозиции галереи представлены подлинные произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства итальянских, французских, голландских, фламандских, немецких мастеров XVI-XIX веков, а также искусство народов Востока из собрания Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Экспозиция перед нами раскрывает предметы живописи, декоративно-прикладного искусства, а также предметов мебели.
Данная экспозиция обращает внимание на такой стиль, вышедший из французского барокко, как рококо. Данная выставка для всех категорий граждан, для детей вход бесплатно до 18 лет. Также эта выставка работает по Пушкинской карте. И в рамках временной выставки «Мон Амур. Искусство Франции» действует публичная программа. Ну что ж, вот и пролетела рабочая неделя, ну, лично для нашей программы. На следующей неделе мы обязательно вернемся к вам. Ну, надеемся, что в эти 5 дней мы подарили вам хороших эмоций, настроения и помогали встречать позитивно этот день и, собственно, его заканчивать. Ну, а закончим сегодняшний эфир по традиции музыкой, зажигательная танцевальная песня в исполнении Маргариты Мухаммединовой. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам дня, отличных выходных.